я бы вначале попросил бы, вы знаете, как часто приходится приходить на столы конференции и так далее, что... Настройте аппаратуру, пожалуйста, не слышно ничего. Сейчас. Я говорю, часто приходится приходить на конференции, круглые столы и так далее. Я вас очень прошу, не должны привыкнуть к тому, что телефон всегда с нами, но человек, когда выступает, докладчик, всегда тяжело, когда начинает кто-то звонить, кто-то разговаривать. Ну, до меня тоже поступало, да. Я просто прошу, есть режим, беззвучный режим, и я думаю, что никто из нас, сидящих здесь, если 2 часа с кем-то не пообщается по телефону, ничего в этом мире не изменится. Простите, пожалуйста, это замечание. Мое выступление называется «Воспитанники Новоафонской монастырской школе Нестора Лакоба». Нестор Лакоба, юбилей которого отмечается в этом году, в истории Абхазии навсегда останется ключевой фигурой. Эта роль отведена ему не только историками, но самим народом Абхазии, что намного важнее. Обратитесь к любому встречному абхазу и попросите назвать имена правителей нашей страны в прошлом. Свой перечень случайно ваш собеседник начнет с царя Иона, далее, совершив колоссальный перелет во времени, упомянет владетельного князя Килишпея Чачва, затем перейдет к совнаркому Нестора Лакоба и завершит перечисление имени президента Владислава Альцина. Я прошу прощения, пожалуйста, не разговаривайте, если вы здесь нежели старше, имейте уважение к младшим. Выбор именно этих политических фигур из множества других правителей Абхазии не случайен. Вышеперечисленные руководители находились у истоков создания, укрепления, возрождения абхазского государства на разных этапах его истории. В основе их деятельности была не просто решительность, я бы сказал, дерзновение, но и политическая дальновидность, и при этом они оставались совершенными прагматиками, каждый в условиях своего времени. Не раз приходилось слышать, когда при оценке деятельности Нестора Лакоба говорят, советизация Абхазии, произошедшая в период его руководства страной, послужила впоследствии причиной трагических событий в истории нашего народа. Если бы абхазский царь Леон в VIII веке перед лицом могущественной Византийской империи, идеологическим стержнем которой было православие, стал бы строить государство по принципу языческих античных полисов либо Римской республики, к чему бы это могло привести? Или же Килишпей Чачва, теснимый со всех сторон Османской империи, взялся бы реализовывать в своем княжестве, идеи французской революции конца XVIII века. Или же Владислав Ардзенба вместо строительства современной демократической республики занялся бы возрождением абхазского средневекового царства и объявил бы себя царем. Это было бы не только безумие, но и заведомо обрекало бы на провал идею создания независимого абхазского государства в его современном виде. Нестор Лакоба в период больших потрясений в начале XX века, как, впрочем, и Владислав Ардзенба в конце того же века, оказался более дальновидным политиком, чем представители абхазской аристократии, настроенные на создание демократической республики. Как и его предшественник Килишпей Чачва, он не был фанатично привязан исключительно к одной политико-идеологической установке. Большевизм нужен был Нестору, как и многим его соотечественникам и современникам, в том числе и как возможность, как инструмент спасения Абхазии от грузинских меньшевиков. Абхазцы, писал в 1918 году в своих дневниках настоятель Сухумского кафедрального собора протоиерей Георгий Голубцов, не давая себе отчета в смысле совершившихся в России событий, видят в грядущих к ним русских большевиках спасителя от грузинского ига, и потому с радостью ожидают к себе большевиков. Именно такое восприятие происходивших в то время событий подвигло и видного абхазского священника Георгия Хана Потуманова
пожертвовать крупную сумму и передать эти деньги Нестору Лакоба на организацию революционно-крестьянского движения. Не потому ли после изгнания грузинских меньшевиков и установления советской власти в Абхазии Нестор Лакоба не репрессировал тотально абхазских князей и дворян, не подверг жестоким гонениям все духовенство Абхазии, как христианское, так и исламское. В письме Иосифа Сталина 19 октября 1929 года, ее уже цитировал Станислав Засимович, в котором речь идет о так называемом абхазском деле, попытке снятия с поста Нестора Лакоба и назначить на его место либо Дмитрия Аланина, либо Василия Агрова, кстати, бывшего священника Гудзовской церкви, было отмечено следующее. Ошибка товарища Лакоба состоит в том, что он, несмотря на свой старый большой опыт, сбивается иногда в своей работе на политику опоры на все слои абхазского населения. Это не большевистская политика, ибо находит возможным иногда не подчиняться решениям обкома. Это тоже не большевистская политика. Еще один важный момент деятельности Нестора Лакоба. В фондах Церковно-археологического музея Священной Митрополии Абхазии хранится коллекция книги географических карт, изданных в 20-е годы прошедшего века. Они свидетельствуют, по крайней мере для меня, что в период правления Нестора Лакоба им были созданы самые благоприятные условия для развития науки в нашей стране. И, наконец, мы подходим к одному из самых драматичных моментов не столь уж давней абхазской истории, подписанию союзного договора с Грузинской ССР в 1921 году и вхождению Абхазской ССР в состав Грузии на правах автономии в 1931. Как расценивать эти весьма спорные в период правления Нестора Лакоба решения? Следует отметить, что в первом событии Нестор прямого участия не принимал. Как бы то ни было, оба эти события привели к трагическим последствиям. Сам Нестор Лакоба был отравлен в Тбилиси, вся его семья, мать, жена, несовершеннолетний сын зверски убиты, что произошло в те тяжелейшие годы с элитой абхазского общества, в том числе и духовенством, думаю, напоминать не нужно. Это общеизвестно. Во всей той истории, безусловно, ключевую роль сыграли безжалостные тираны Сталин и Берия. Но для нас, современных абхазов, и наших нынешних руководителей, события того времени должны послужить серьезным уроком. Тогда за первым шагом руководство Абхазии, подписавшее в 1921 году союзный договор с Грузией в надежде на помощь Ленина и Троцкого, если что-то пойдет не так, неминуемо последовал шаг второй – вхождение Абхазии в 1931 в состав Грузии на правах автономии со всеми последствиями унизительного умаления, ущемления статуса нашей страны. Как историк я принципиально продолжаю настаивать на том, что любая форма нахождения Абхазии в составе любого другого государства всегда оборачивалась для нашего народа трагедией. И, увы, как учат уроки истории, будет оборачиваться. Да, хлебом насущным мы будем обеспечены сполна. Важно помнить и другое, что бывают трагедии с поправимым финалом, но могут случиться, не дай увидеть нам этого Господь, и с неизменным трагическим концом. Общеизвестно, что Нестор Лакоба был воспитанником Новоафонской монастырской школы. В 1905-1910 годах он учился в Тифлисской духовной семинарии, откуда в 1911 году был исключен за участие в революционном кружке. Полагаю, семинарская студия, а я могу об этом судить, поскольку и сам прошел через нее, во многом помогала Нестору Лакоба в его последующей деятельности. Весьма любопытен еще один факт из жизни Нестора Лакоба, совершенно неизвестный прежде. Оказывается, в 1923 году, за год до закрытия Новоафонского монастыря, Нестор задумал на базе всего комплекса монастыря создать большой детский городок. Об этом мы узнаем из письма, которое направил 15 октября 1923 года в адрес Закавказского райкома. Это письмо, текст этого письма я приложил целиком после публикации моего сообщения, вы сможете тоже ознакомиться с ним.
В неопубликованной рукописи под названием «Воспоминания о жизни и деятельности архиерея и духовенства Сухум-Абхазской епархии в период от революции до времени вступления на кафедру митрополита Антония» относительно уже закрытия Афонского монастыря сообщается следующее. Монастырь был закрыт в 1924 году. Обстоятельства закрытия монастыря были таковы. Накануне приехал в монастырь Нестор Лакоба, председатель Совнаркома Абхазии. В трапезной собрались монахи. Он обратился к ним со следующими словами. «Дорогие отцы, монастырь придется закрыть. Я долго отстаивал его, вы знаете, что он мне дорог, как и вам. Я воспитанник монастырской школы, учрежденный покойным дорогим отцом Иероном. В Москве категорически предложили мне закрыть его. Простите меня, но я не властен отменить или отсрочить это решение». Благодарю за внимание. С вашего позволения забыл просто сказать, что в годы учебы в Греции так получилось, что познакомился с одной семьей Аберга Филиппаки. Значит, эта семья, их отец работал в том архиве, который сгорел. Точнее, грузины его сожгли во время войны. Так вот, он сделал копии различных церковных и других документов, которые, к сожалению, уже восстановлению не подлежат. И мы имеем эти копии около 60-70 единиц. И вот один из документов я тоже передаю в музей. Значит, это как раз то письмо, которое я только что цитировал. В таком виде, ну, я сейчас не сложно судить, как выглядел оригинал, но я держу в руках копию, сделанную в 60-х годах. Я тоже передам, где как раз речь идет вот об этом письме, которое я цитировал. Спасибо еще раз. Слово предоставляется доктору.